Идея создания мемориальной доски в честь Ольги Дубинской принадлежит соподвижникам первого президента Абхазии и ее ближайшим друзьям. Гули Кичпа, возглавившей народное движение матерей Абхазии за мир и социальную справедливость, герою Абхазии Аслану Кубахе, ученому филологу Тали Джабуа, народному артисту Абхазии Кесоу Хагба и одному из лидеров ветеранского движения «Защитники» Тимуру Надарая. Их поддержало городское собрание и мэр города Сухум Тимур Агарба, автор барельефа, скульптор Виталий Джения. Ольга Дубинская не просто кинорежиссер, она связала нас еще теснее и ближе с Россией. Она так тонко чувствовала вообще Кавказ в целом, потому что о ней говорили такие мудрецы, как Расул Гамзатов. И она вот почувствовала вот эту боль сострадания народа, который через тысячелетия, наверное, шел к своей заветной цели. И вот в этом фильме «Страсти по Владиславу» фактически, значит, увековечивая имя президента, она фактически дала миру знать, что наша борьба была справедливая. Я Ольгу Дубинскую могу сравнить с теми ребятами, добровольцами, которые во время войны приехали к нам, вместе с нами погибать, защищать эту родину. Ольга Дубинская кинулась в Абхазию в тот самый тяжелый момент в истории нашего народа, когда мы попали в тяжелейшую блокаду после страшной войны, когда в стране был холод, голод, нищета. И вот Ольга Дубинская приехала в Абхазию, и начала она воплощать в жизнь нашего народа ту непоколебимость, которая присутствовала действительно во время войны и послевоенный период. 23 октября – день рождения Ольги Дубинской. Ей было бы всего 58 лет. Республика стала для нее второй родиной. Ее фильм «Страсти по Владиславу», посвященный первому президенту Абхазии, это подлинная картина дружбы народов, за которую она получила гран-при кинофестиваля «Страна души». Думаете, документалисту сегодня важнее всего то, что хранят архивы? Но душа человека – это самый главный документ. Ее страдания и делают эти документы подлинными, говорила Ольга, принимая приз в тот день. Творческие коллективы не имели права и возможности выезжать за пределы нашей республики. Но Ольга Давидовна смогла пробить это окно. И первое, что она смогла сделать, это вывести Абхазский государственный драматический театр имени Самсона Чанба на международный фестиваль в Румынию, где с большим успехом наш театр выступил. Дальше, будучи членом Координационного совета по культуре и искусству Ассоциации Северный Кавказ, она смогла сделать так, чтобы коллективы из Абхазии и Южной Осетии принимали участие в фестивале «Мир Кавказу». И по сегодняшний день, благодаря Ольге Давидовне, мы принимаем участие в этом фестивале. Ольга Дубинская сделала невозможное. Она вывезла абхазский театр на сцены Румынии, Болгарии и Белоруссии, пробивая информационную блокаду, объявленную Абхазией после войны в начале 90-х. В Москве она основала Центр содействия культуре Кавказа, чтобы показать подлинное богатство этого заповедника чести и мужества. И когда она начинала говорить, замолкали все. Наступала тишина, потому что она просто так никогда ничего не говорила. Она всегда какую-то очень серьезную мысль, глубокую мысль предлагала, как выйти из очень сложной ситуации. Даже один номер журнала «Театр» она хотела посвятить Абхазии и Южной Осетии, понадобилась помощь. Ну, мы находились в блокаде, она знала, что мы нуждаемся, и она смогла добиться, чтобы все республики Северного Кавказа и Юга России, входившие в эту ассоциацию, ну, как бы оказали помощь. И они оказали помощь. И еще мы вместе с ней добились, чтобы одно заседание нашей ассоциации было проведено в Абхазии, в Пицунде мы проводили. Это ее заслуга. Ольга Дубинская, посвятившая значительную часть своей карьеры абхазскому кинематографу, оставила заметный след в культурной жизни республики. Ее работы, отличающиеся глубоким пониманием человеческой природы и тонким художественным вкусом, получили признание как в Абхазии, так и за ее пределами.
Теперь мемориальная доска на улице Воронова будет напоминать жителям и гостям Сухума о талантливом режиссере, чья жизнь оборвалась слишком рано, но чьи работы продолжают жить и вдохновлять новое поколение кинематографистов. Память очень голодная, она всегда нуждается в том, чтобы себя подпитывать. И когда русские туристы будут идти мимо этого дома, будут видеть этот мемориальный черный камень мраморный, они будут подходить читать. И они будут снова приходить к личности великого Владислава. А еще задумываться о том, как россиянка могла стать дочерью Апсны. Почему она посчитала Апсны более важной, чем место своего рождения. Она приехала сюда. За 3 дня до ухода на 5-м этаже, там вот были наши окна, Оля написала письмо: «Мои дорогие друзья, друзья – это те, кто верит в одну и ту же чепуху». Только чепухой она имела в виду то, что нельзя ни купить, ни продать за деньги. И я вам благодарен и от всей души, и табу вам дарит за всем, что вы мои близкие, вы мои родные, вы чтите память Оли. За заслуги перед горячо любимой Апсны Ольга Дубинская была награждена орденом Ахтябша 3-й степени. Ее имя навеки вписано в историю Абхазии. Кундашова, Раму Камке, Абхазское телевидение.